Али Исаевич Горчханов – один из тех людей, кто стоял у истоков создания ингушской государственности в 20-х годах 20 века. Время тяжелое и полное политических событий, в которые с головой окунулся Али Исаевич. Революция, гражданская война, новое государство с новым руководством, системой и ценностями. Начало его биографии говорит о том, что он планировал добиться успеха в жизни, но путь он искал другой. Горчханов Али Исаевич родился в 1898 году в селении Плиево Назрановского округа. После окончания 2 классов школы-крепость Назранского он окончил курсы телеграфистов, окончил реальное училище, перевелся в Москву, но, к сожалению, началась революция, и он был вынужден вернуться обратно в Ингушетию и участвовать в революционной деятельности. В составе революционного исполнительного комитета Али Горчханова назначают на руководящие посты. Такие комитеты действовали во время гражданской войны в России как временные властные органы. Они были наделены чрезвычайными полномочиями. В составе этих ревисполкомов Али Исаевич познакомился со многими известными революционными деятелями, позже занявшие высокие государственные чины. А когда была создана ингушская автономия, его назначают председателем Ингушского облисполкома. Этот пост он будет занимать с 1925 по 1934 годы. Также и по линии партии он двигался по служебной лестнице. К сожалению, тот 10-летний период, связанный с установлением, с работой в Ингушской автономной области, он завершился в 1934 году, но однако он продолжил занимать ряд руководящих должностей уже в Чечено-Ингушской автономной республике, и в 1937 году он, к сожалению, был арестован за участие в контрреволюционной деятельности согласно обвинению и был приговорен к 10 годам лагерного труда. Статья «Участие в контрреволюционной деятельности» была очень популярна в годы советской власти, особенно в 1937 году. И от нее не спасло Али Горчханова его высокое положение, а ведь он 12 лет занимал пост руководителя. Сначала ингушской автономии, затем после ее упразднения был председателем облисполкома Чечено-Ингушской автономии. В сентябре 1937 года он был арестован по злосчастной статье и приговорен к расстрелу, а затем приговор отменили и назначили 10 лет в лагерях. Он был осужденным по первой категории, которые приговариваются к расстрелу. Позднее эту категорию поменяли, он был помилован. Отчасти, возможно, на это повлияли и те силы, с которыми он работал в начале своего пути в партии в 1917-20-х годах. Это и Серго Орджоникидзе, это и Анатас Микоян, и многие другие, на которых он повлиял, произвел неизгладимое впечатление волевого человека. Именно поэтому этот приговор был пересмотрен. И, к сожалению, он умер в лагере в 1954 году. Его последним местом была лагерная больница. Но вопрос остается открытым, почему вместо положенных 10 лет Али Горчханов просидел в лагерях 16 лет. Информации об этом смелом, мужественном и волевом человеке не так много, но его жизненный путь и политическая карьера говорят о нем как о достойном представителе своего времени. Али Горчханов стоял у истоков создания ингушской государственности и навсегда вписал свое имя в историю народа.